Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный татарский пирог с яблоками и с хортом. Это очень-очень вкусный пирог. Для этого пирога нам понадобится. Вначале ставим дрожжевое тесто. Для этого берем одно яйцо, добавляем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара. Наливаем 180 мл теплого молока. Размешиваем. Добавляем 15 грамм живых дрожжей. Сырые дрожжи у меня. А если добавлять сухие, где-то 7-8 грамм, наверное, примерно. Все хорошенечко размешаем. Нам понадобится примерно 400 грамм муки. Муку добавляем постепенно, потому что мука у всех разная, чтобы не забить тесто, поэтому нужно муку добавлять постепенно. Добавляем 60 грамм растительного масла. Добавляем муку. У меня ушло все 400 грамм муки. Вот такое мягкое, немножко липкое тесто у меня получилось. Муки ушло 400 грамм, больше не надо добавлять. Тесто должно быть мягкое. Сейчас ее накроем крышкой и поставим в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 400 грамм хорта. Хорт я варила сама, на канале есть 2 видео, как готовить хорт. И еще яблоки, где-то 3-4 штуки яблок крупных. Хорт у меня получился довольно-таки густой, поэтому я его хочу немножко разбавить молоком. Постепенно добавляем молоко. Доводим его до кашеобразного состояния. Если у вас хорт будет мягкий, жидкий, то тогда не надо его разводить молоком. Вот примерно до такого состояния. Где-то 100 мл молока я налила. Хорт я сахар не добавляла, потому что я его добавляла еще когда готовила. Если у вас хорт не сладкий, надо будет добавить столовую ложку сахара. Сейчас будем нарезать яблоки. Яблоки надо будет нарезать дольками. Желательно тонко. Вот такими тонкими дольками надо нарезать яблоки. Наше тесто подошло. Вот такое мягкое, очень воздушное тесто получилось. Сейчас будем делать пирог.
Тесто делим на две части, большую на маленькую. Маленькая это у нас будет верхняя часть пирога. Пока ее уберем. Нижнюю часть раскатаем. Тесто я раскатала. Толщина теста примерно 5 миллиметров. Сейчас будем укладывать на сковородку. Делаем небольшие бортики. Первым слоем у нас будет сюда поставлю, чтобы лучше было видно. Равномерно распределяем его. Хлеб я вот так распределила равномерно. Следующим слоем у нас будут яблоки. Яблоки вот так выкладываем по кругу. Яблоки сверху посыпаем сахаром. Нам понадобится 2 столовые ложки сахара. Сейчас будем закрывать наш пирог. В центре пирога делаем маленькую дырочку, чтобы тесто у нас не поднималось. И будем обрабатывать край пирога косичкой. Это уж я очень много раз показывала, все уже, наверное, видели. Но кто не видел, может еще раз посмотреть. Верх пирога смажем желтком с молоком. Здесь у меня 1 желток и 1 столовая ложка молока. Сразу в духовку не ставим, пока оставляем на столе минут на 20, чтобы тесто у нас поднялось, чтобы оно потом получилось мягкое и воздушное. А печем при температуре где-то 180-200 градусов 35-40 минут. Все зависит от яблок. Если яблоки жесткие, то надо печь дольше, чтобы они стали мягкими. Смотрите по своей духовке. Наш пирог готов. Смотрите, какой он красивый получился. Очень-очень даже красивый. Сейчас попробуем его разрезать. Очень мягкий. Тесто прям мягкое-мягкое. Смотрите, какой пирог у нас получился. Очень-очень вкусный, мягкий, сочный. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что у вас получится и вам понравится этот пирог. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.